Значит, еще раз вот по курдам. Тут и оба товарища, его эксперты упрекают, что мы поддерживаем не тех. Пожалуйста, Советский Союз поддерживал именно курдов. И Турция была страшно недовольна. Потом, когда мы решили стать вместе со всем цивилизованным миром, мы прекратили поддерживать. Мы выстраиваем отношения с Турцией. В ответ они сбивают наш самолет. Теперь американцы курдов поддерживают. И турки, так кстати, опять недовольны. То есть проблема заключается в том, что Турция без войны не выстоит. Она в состоянии агонии. Ее нужно немедленно оккупировать или разбомбить. Кому? Кому? Оккупировать кому? Во-первых, нужно срочное решение об исключении ее из блока НАТО. Во-вторых, с востока пойдут армянские и курдские дивизии, а с запада греки и болгары. Вот мы их заставим воевать. Да никуда дадим не пойдут оружие. никакие греки. Согласен. Никакие греки, Согласен. никакие болгары не пойдут. Никто воевать не хочет и не может. Но вот сейчас они Те на же нашу... курды, боевые отряды, пока их деревня. Как уже пошла сирийская деревня, они ничего делать не будут. Правильно, тогда что же вы говорите? Уничтожим ракетами. Нам не будет там наших солдат, не будет груза 200. Если будет принято где-то, в каких-то инстанциях, решение уничтожить агрессора, сухопутные армии участвовать не будут. Но ни одной войны в мире не выигрывалось с воздуха или ракетами. Нравится нам это или нет, но это надо осознавать. То есть что сейчас получается? У нас там военные базы, у нас там наши люди. Если возникнет эта ситуация, делать-то что? То есть пока вы даете замечательные, нереализуемые советы и сценарии. Да. Но делать-то реально что? Ну вот турки пошли, нам их с воздуха накрыть. Да. И все, и они что остановились. А весь мир улыбнется и скажет, ну молодцы, Россия. Или они нам все перережут, будет железный занавес, никакого экономического вообще контакта. И мы тогда будем говорить, что ничего, мы зато... Делать-то что конкретно? Воевать. Только один способ. Сила, война, дожать и заставить подчиниться нам. Морской десант? Это история России. Вот тут товарищ говорит, что мы хотим быть как Америка. Когда вас вообще еще не было, это понятно. Мы уже Берлин взяли в 1760. Вы при чем здесь? Это вы пытаетесь здесь, как Российская империя, господствовать на всех морях и океанах. Мы господствовали. Вы никогда не господствовали. Поэтому... Сейчас у России 150 миллионов. Да. Гигантская территория. Да. Евросоюз 500 миллионов. Да. Мы при всем желании продолжаем себя тешить имперскими амбициями, а у нас не хватает даже просто людей, живой силы. Потому что мы, извините, забыли даже, что надо рожать детей. И вы сейчас хотите, чтобы мы воевали кем? Да, у нас есть отличная армия, я согласен. Но эту отличную армию надо подпитывать, ей надо помогать. И вот сейчас вот где найти вот тех... Да, мы можем в кратчайшие сроки перебросить гигантские воинские соединения. Вся Европа и Америка от этого в ужасе. Но это то, что мы должны сейчас делать. Мы должны влезть в Турцию, начать войну с блоком НАТО. У них не будет шанса, если мы войдем на территорию Турции, не участвовать в этой войне на стороне. У них 5-я статья. Они подписаны договор. Что вы уперлись, 5-я статья? Она хоть раз, хоть один час действовала когда-нибудь? Хоть один кто-нибудь на страну НАТО нападал? Сколько у нас в Конституции хороших слов, но они не действуют. Никогда 5-я статья устава НАТО не будет действовать. За Турцию никогда. Никто не вступится. Ни за Турцию, ни за Францию, ни за Германию. Это липовая статья. Она никому не нужна. Такие же есть договора у нас о взаимной помощи, о военном... Бояться ничего не надо. Раздолбать Турцию, чтобы ее не было вообще никогда больше. И чтобы русский флаг взвился над многими государствами. Вы предложили и бояться не надо. Они нас боятся, они будут бежать. И тогда оставшихся боевиков... России-то что делать? Я объясняю. И тогда оставшихся боевиков ИГИЛ, они всех направят к нам, на Кавказ и в Среднюю Азию. Опять выиграли американцы. Нет. Да не важно, кто вот выиграл, поэтому все проиграли. мы и не будем вам давать возможность создавать Сунистан. А что не делать-то? дадим такое. Что делать-то? Биться будем, воевать, бомбить, бомбить и бомбить.